Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер. В эфире телеканала Якутия-24, старая добрая программа «Один из нас», которая еще задолго до той тенденции, которая наметилась в последнее время на российском, особенно телевидении, которая стала возможным смотреть, понимаете? Если раньше это было кто с кем и в какие страны отъехал, где отпуск проводил и так далее, то сейчас на центральных каналах показывают в достаточно большом количестве обычных людей с их вопросами, проблемами, с их жизненными целями, то, что составляет в глобальном смысле наш большой мир, нашу большую страну. И я решил, скажем так, поскольку я это дело начал уже достаточно давно, один из моих друзей, человек, который, в моем понимании, является настоящим горожанином, сегодня у нас является гостем «Темной студии». Один из спикеров, один из нас тогдашнего состава, предприниматель, человек, который приложил очень много усилий для развития якутской эстрады, Андрей Колодезников. Здравствуй, Андрей. Добрый день. Да, вот давай представим, что ты в гостях у некоторых блогеров. Мы сидим в таком подкастном, таком видеокастном режиме и говорим о тех вещах, которые нам с тобой одинаково близки. Я думаю, что среди наших зрителей будет достаточное количество народа, которым наша речь будет понятна. Я не говорю о подростках и так далее, а о тех людях, которые зрелые, которые выросли бок о бок с нами, которые делят те чаяния, те надежды, которые мы, в свою очередь, питаем ко всему, что касается нашего города, нашей улицы, нашей страны, нашего поколения. Хотелось бы в первую очередь поблагодарить тебя, что всегда откликаешься на какие-то мои предложения, достаточно странные. В свою очередь я откликаюсь на твои предложения, о которых речь пойдет чуть попозже. Да? И хотелось бы начать года, скажем так, поностальгировать. Возможно, 75-76. Ты тогда жил в Сайсарах, да? Да. Вот какова была тогда жизнь в Сайсарах? Вот давай поностальгируем. Как ты собак гонял? Кого камушком швырял? Сайсары, в принципе, и тогда, и сейчас, наверное, не сильно отличались. Те же улицы, те же лужи практически. 76-й, если год, это я во втором классе, в третьем, скорее всего, хожу в 20-ю школу пешком по улице Лонгинова, пускаю кораблики какие-то бумажные, может, деревянные. В принципе, такое. Играли в хоккей на улице, на Березовой тогда называлась Березовой, потом переименовали генерала Притузова. И те же, наверное, дома там остались. Минимум изменений. 20-ю школу перевезли. Вот и все. А так никакой разницы, мне кажется, нет. Андрей, согласись, зато поменялись люди. Да? То есть, если ты в 76-м году ходил вот таким вот маленьким сорванцом с хитрыми достаточно глазами, с красным пионерским галстуком, то сейчас ты некий метр, который потом основал студию «Дворан», который занимался солнечными коллекторами, достаточно инновационными явлениями. Это я к слову так просто говорю, что мы все повзрослели. Разница большая, конечно, 50 лет прошло. А город взрослеет вместе с нами? Город сильно изменился на самом деле. Именно центральная часть, мне кажется. Но изменился, скажем так, для меня понятие изменился, это просто дома поменялись, улицы, может быть, асфальтировались, может быть, какие-то тротуары где-то проложены. Но в целом, глобально, как горожанин, я бы хотел лучшего. Потому что в моем понимании город Якутск – это такой форпост, и он федеральный город. Все-таки уровень у нас очень высокий. И если в историю копнуть, то именно с Якутска начались все экспедиции, которые развивали весь Дальний Восток. После Якутска уже образовались такие города, как Иркутск, Хабаровск, Благовещенск. Это уже после Якутска был. Поэтому у нас уровень очень большой. И мне бы хотелось видеть, допустим, Якутск таким же, как центр Хабаровска, центр Иркутска. Такие какие-то дома видеть, как наша Пушкинка, как казначейство. Вот сейчас, если посмотреть, допустим, у нас в прошлом
прошлом, даже не в прошлом веке, в позапрошлом веке, начало прошлого века, дома красивее и лучше, чем которые сейчас строятся. Ну, такие эстетика была, скажем так, не утяжелена всякими Нет, инстаграмами. ну сейчас же все ушло, сейчас все меняется. Вот смотрите, если, допустим, сейчас сделать такие же дома, весь проспект, допустим, делать, как Пушкинка, да, как Академия наук, Якутск преобразится кардинально. И уровень, и отношение людей к городу тоже поменяются. А не будут говорить, вот, понаделали новоделов, как в старом городе? Нет, почему? Ну, новодел, может быть, и будет, но просто само отношение людей и вот понимание как себя, как гражданина страны поменяется, мне кажется. Потому что у нас сейчас, это вот мы живем по отношению к себе как в провинции. Хотя на самом деле, вот в моем понимании, практически федеральный центр на востоке страны. Угу. А как тогда ты, как бы, я знаю, что ты большой патриот своей родины, своей малой родины, большой родины. Как в твоем понимании тогда это перекликается? Вот с каждого утюга звучит переезд в Санкт-Петербург, там, Сочи, в Москву, покупаете квартиры и так далее, и так далее. Я вообще как бы равнодушно отношусь к тем людям, кто переезжает. Это нормально, это правильно. Ну, люди, если стремятся уехать, они уезжают. Если им там нравится, пожалуйста, вообще нет проблем. Но подавляющее большинство, вот подавляющее, никто отсюда не уезжает. Вообще просто. Прикипели. Да, не то, что прикипели, здесь, здесь вся наша. И на самом деле Якутия как таковая, она страна в стране. Такое вот, это вообще другая территория. Мир в мире. Мир в мире, да. Мир другой, законы какие-то другие, отношения другие. Потому что люди, даже приехавшие сюда, к нам, допустим, другой национальности, они становятся другими. Наши русские, они другие совсем, чем западные русские. Ну, я согласен. Да, в этом очень такое вот, отношение, не отношение, взгляд другой. Ты даже в Домодедово куда-нибудь, Внуково приезжаешь, ты видишь людей, якутян, они другие. И поэтому, кто-то уезжает. Большинство здесь, мне кажется. Говоря законы, ты, наверное, подразумевал все-таки негласные законы, допустим, вот да, правила конечно. поведения на трассе, на дороге, например, а не те законы, которые... Нет, именно такой, конечно. А как ты относишься, вот был же в прошлом, позапрошлом году небезызвестный такой персонаж Миша Якут, который переехал в Петербург и начал охаивать свою, скажем так, историческую родину. Просто можно человека пожалеть. Мне кажется, что тоже вот люди разные. Поэтому чем больше народ растет, тем больше всяких людей появляется. Есть такой, да. Я посмотрел одно видео и успокоился. Есть и есть. Это же нет. Это просто возможность вытащить свое эго куда-то на показ. Правильное оно, неправильное. Хайпануть, скажем. Да, хайпануть. Я думаю, в его случае это еще хуже, потому что он на самом деле так думает. Но на самом деле, еще раз, мое личное отношение, как тоже гражданина, как горожанина, да, во втором поколении. Если все уедут, кто же здесь останется развивать вот этот край здесь? Это не проблема, да? Это вообще такого даже вопроса нету. Никто отсюда не уедет. Мы даже, допустим, с возрастом будем стремиться уехать куда-то в Улус. Может обратно быть. в Алас. Да, Алас. Если будет возможности, если будет какое-то развитие... Инфраструктура. Да, то, может быть, скорее всего, и так у нас развитие такое пойдет. Очень многие развивают свои наслега, улусы. Очень много. Очень много таких патриотов. Мало кто может даже стремиться в Якутск. Потому что у нас совсем другой темп жизни. Не всем подходящий. Не всем подходящий. Вот поэтому, мне кажется, это такое надутое мнение, что все хотят уехать. Насчет хайпа. Вообще в последнее время так говорят хайп, а всегда же говорили терминами типа ажиотаж и так далее. В свое время вы с Русланом Баевшим хайпанули немерено, организовав, я помню, это 87-й, по-моему, год был, культурный центр ЕГУ, и первые не
вписывающиеся в рамки тогдашнего культбыта, да, вечера, которые назывались «Джуракегете». Да. Это для студентов, для городской молодежи это было как некая отдушина, некое, ну не знаю, какое-то окно в некий другой мир, нежели чем те ВИА, которые в дружном порядке выступали на сцене. Вот чем руководствовались ты, Руслан, наш дорогой, когда затевали все это? Нет, тогда же как было? Тогда был комитет комсомола. Да. Да, комитет комсомола, им рулил небезызвестный Гоша Ивловский. Угу. Там же был Коля Икомин. Угу. И вот стояла задача какой-то что-то делать, и тогда только, мне кажется, построили культурный центр. Да-да-да, он Свежачок же был. Только. Ну и мы начали делать в своем понятии, как это должно быть, какое должно быть развлечение, что должны увидеть. Ну как-то вот, и это все же, мы же не знали, где что, как делать, не было же открытости. И сами придумывали и делали, да, действительно было такое ажиотажное. Мы рисовали даже как бы афиши воровали из-за того, что так никто не рисовал. Там билеты перепродавали, билеты давали как взятку за экзамен. Там, ну, как бы достаточно. Историй много, да? Историй много, да. Слушай, я поверить не могу, что ты как Кисов Воробьянинов рисовал вот эти афиши. Да. Самолично? Сам самолично рисовал. Угу. И причем, ну, это же было такое, там же не было никаких принтеров, ничего. Тушью все склеивали ватманы, 4 больших ватмана. Рисовали, потом вывешивали в УЛК воровали. Потом через несколько лет нашли одну афишу где-то в каком-то наследии, какая-то поклонница скрутила и хранила. Угу. А с высоты прожитых лет и нажитого актива, и, возможно, и такого, правильно ли вы тогда поступали? Ну, в смысле, технично ли? Ну, грамотно, да. На самом деле... Был маркетинг. И маркетинг был, и наглость была. Ну, достаточно наглые мы были, потому что я продавал свои фотографии. Свои? Ты представляешь, чтобы человек вышел, там, 1500 билетов мы продавали в КЦ. Было набито. Сидели там, не на скамейках, на ступеньках. Я распечатал свою фотографию детскую и устраивал аукцион. И люди покупали и действительно платили деньги. Ну, продавал бы ты галстук, скажем так, бабочку или что-нибудь типа такого. Та же картина была бы. Ну, не знаю, может быть и так же. Ну, мы продавали, по-моему, пиджак Рео Мироновича Скрябина. О. Такое что-то пиджак было. продавал. Да. Ну, это было все такое. Вот, только-только начинается, все вот просто глаза горят. Лишь бы что-то сделать такое, что никто не делал. И это, дорогие товарищи, заметьте, это в пределах деятельности комитета комсомола. Ну да. Все нормально. Да, это все. Слушай, а дальнейшие действия, они переродились в основание крупнейшей якутской студии звукозаписи. Это сейчас все можно, везде цифры там и так далее. А Дуаран, он вещь ламповая. И очень ламповая, и студии звукозаписи Дуаран предшествовала группа Дуаран, которая, из каждого утюга, как мы сейчас говорим, из каждого магнитофона «Романтик» в Сергеляхе звучали песни группы Дуаран. Вот про эти вещи. Да. Группа Дуаран и студия Дуаран. Мы делали дискотеки в 18-м корпусе. Угу. И вот на одном этаже была там зарубежная музыка, на втором этаже там кино и российское, да? А на третьем этаже только Дуаран был. Настолько он был популярен. Угу. И, не знаю, ко мне пришли Петр Петров и Яша Александров. Угу. Бердикти, который. Да, Бердикти. Угу. И в то время и они говорят, надо организовывать такую студию, давай участвуй в этом проекте. И мы решили, это уже это еще 98-й год был. И тогда мы сорганизовали... 88-й. 98-й, наверное, или 80-й? 88-й. Потому что я в 89-м учился, и еще раз говорю,
из каждого окна звучали... Нет, это была группа «Дуаран» была. А когда мы «Дуаран Рекорд» сделали, Да, это уже был 98-й. да. Да. Тогда уже они отгремели, тогда уже «Дуаран» распался, Петров один остался. И он решил делать. Это чистая инициатива Петрова. И это он своим авторитетом все сделал, все собрал, все организовал. Мы все сделали и начали работать. И заслуга его вообще велика. Вот я так думаю, что заслуга «Дуаран Рекордс» недооценена до сих пор. Потому что оттуда пошло весь рост якутской эстрады, шоу-бизнеса. Начали появляться другие звуки, другие мелодии, другие ритмы. Допустим, в те же года сорганизовалась Виктория Саха. Да? Радио. Радио. Когда они начинали, у них были Егоровы, Чаран, Аркадий Алексеев. Академическое, считаю. Да, все, вообще больше ничего не было. И мы практически сразу с колес выдавали им все, что делалось. И мне кажется, такие очень популярные артисты сейчас, которые начали расти, они благодаря «Дуарану» просто выстрелили. И тогда вот Петров был в струе. И он очень образованный и очень такой продуманный, на самом деле, человек, который и авторитетный. Мотивированный. Мотивированный, да. Вот он, когда он кого-то собирает, все очень серьезно. И все с уважением к нему относятся. Вот это было, да. Вот тогда мы собрались, сделали, начали расти, начали распространять, купили тиражную машинку, начали тиражировать компакт-кассеты. Да, это было время. Кассеты. Именно кассеты, которые ручками вот так проматывали. Да. Мы начинали вообще там с 2 ящиков кассет, которые присылали там через... Не было же карго-компаний. Через пилотов каких-то. Мы ночью ехали в аэропорт на автобусе, встречали там пилотов, они передавали 2 ящика. Мы счастливые шли тиражировать. Девочки Максима, Варя с Ритой, они сидели там, записывали сами себя, свои кассеты. Тиражировали, да. Вот это такое было время. А сейчас это уже такое, тут же и представить себе такое невозможно. Да. Настолько все выросло. В эпоху цифры все-таки вот представить то, что какой-то супер, скажем так, кассетный рекордер, который выдавал с максимальным качеством, там, или бобинник большой. Вообще, вокруг всего этого дела оборудования очень много культа же, да? То есть это культ. мы вот эти большие бобинники, типа Олимп высшей категории, да, 0,0 цифрами которые, это, ладно, еще наше поколение может себе представить, а нынешнее поколение-то оно... Они не знают, что для такие них ничего. есть. Может быть, они не видели, наверное, скорее всего. Да. Это как дисковый телефон вот так вот набирать, который... К справедливости ради скажу, что и ты, и Петров, Петр, который... достаточно смелые люди, которые не боялись экспериментов. Потому что многие знают Петрова как некого исполнителя хита Дерибина, да? Но он же очень много экспериментировал и с этномузыкой, и с каким-то эмбиентом. Да? Я помню вот ваши очень крутые записи в лесу, которые были сделаны. Это очень крутой проект был. Это Михаил Тумусов, когда приезжал, он делал этот проект, и мы тогда с Дапсы записали 2 альбома на Табагинском мысу. Туда увезли всю аппаратуру, генераторы, все. И несколько дней записывали там. И тогда вот этот альбом мы не смогли раскрутить. Как я считаю. Но зато он оценен позже, гораздо позже. Я думаю, он недооценен до сих пор. Потому что вот сейчас, если я их выставляю, эти записи, все удивляются, неужели такая якутская музыка есть. Это очень крутой проект был. Потому что, и тогда потом уже, в то время парни с Дапцы были очень молодыми студентами практически. Они попозже уже признавались, что мы тогда даже не понимали, что делали. Потому что надо видеть Тумус Михайловна и репетиции. Дед, когда у него глаза горят вот так вот.
Он же преображался. Да, он просто преображался, он объяснял, что звук не идет изо рта, звук животом, там все у него, все рассчитано, все это. И когда он, допустим, пел там или прыгал, это все другое пространство было. Некое шаманство было. Это, ну, реально это было шаманство. Ну, вообще, величие Майкла Тумусова, это очень. Он же человек приложил огромные усилия для формирования того восприятия якутской музыки, якутского рока, там, в центрах. Ну и Чолбон, это же тоже его проект. Его проект, да. Да. То есть вклад Михаила Тумусова, конечно, он очень огромный. Но еще раз, эксперименты же ваши касались еще и других направлений. То есть мы в составе там, Алексея Татаринова, меня любимого и так далее, мы делали даже первый анимационный клип на песню «Максима». Да? Но Максима тоже проект же. «Максима» тоже проект, Да, тоже такой, эксперимент. такой музыки вообще не было. И тогда вот девочки сильно выстрелили, просто очень популярные были. Мне кажется, до сих пор такого проекта нет. Ну вот сейчас Чинянов делает, вот это сродни такое. Потому что звуки современные, бит современный, это вот такого вообще не было. И тогда Петров, когда делал, тоже все смотрели и думали, ну, зачем, это же не якутское. Западное. Западное. Угу. Зачем это? Казалось, что такого может и не надо делать. Может, это как бы нарушает какое-то якутское пространство. Кажется, нет, это вообще все очень даже хорошо вошло. И сейчас люди вспоминают Максимум, и сейчас слушают. Но еще раз, справедливости ради, может, раскроем некоторые секреты, что вполне-таки академичные исполнители якутского рока, да, к примеру, Кеша Гаврилиев, они отмечались и в таких серьезных отклонениях, скажем так, от жанра, да? Ну, были такие моменты? Были такие моменты. Почему? Он же, вот Лекес был проект такой, тоже это, ну, имя придумал Петров и делал танцевальную музыку. Очень даже хорошо. Ускоряли Кешин голос, и получился проект. Я не знаю, как он потом с ним выступал, не выступал, но очень популярный тоже был трек. Но еще раз, мы продолжаем такой наш очень ламповый, теплый разговор с Андреем Колодезником. Андрей Колодезников человек, на самом деле, очень многогранный, многосторонний, и мы продолжаем тематику, которая связана непосредственно с ним. Мы уже затронули шоу-бизнес в качестве там, музыкальных вечеров Дюракега и Дуаран Рекордс, проект, к которому Андрей имеет непосредственное отношение. Третье, с чем ты был связан, тоже с теплым очень явлением, ты утверждаешь, что Якутск по части количества солнечных дней не уступает Сочи. Я не утверждаю, это на самом деле, есть. Да, это статистика такая. Я брал официальные данные гидрометеорологии, да, и центральная Якутия, север, это 3800 часов в год солнечных. И мы же делали, ну, привозили солнечные коллектора, которые работают зимой. Да? Они начинают работать с февраля. С февраля, да. И причем, если весь мир использует для горячего водоснабжения, да, мы использовали для отопления. Для тех людей, у кого мы устанавливали, они просто вот утром в феврале просыпаются, глаза открыли, солнце есть, все, можно газовый котел отключать. Такие проекты были. Сейчас мы привозим, но они уже маленькие, ну, как бы просто для горячего водоснабжения, для частников, для дачников, для огородников. Это вот тоже наш проект, и он работает достаточно хорошо и достаточно прибыльно. Поэтому тут, ну, мне кажется, что если бы было какое-то развитие дальше, да, вложение средств, может быть, увеличение госполитика. Рекламы, да, госполитика, то вот за все время мы этим занимаемся с 2006 года, да, ни одного отрицательного. То есть не было ни одного человека, который сказал, зря я купил солнечный коллектор. Вот заберите, он мне не нужен. Наоборот, люди пишут, мы купили там 9-10 лет назад, он у нас до сих пор стоит, до сих пор пользуемся, вообще благодарны. И такое вот, это бальзам такой на душу.
Но еще раз, человек многосторонний, и одного из отца якутского шоу-бизнеса я все чаще представляю в образе такого дачника в калошах, в кепке, который ковыряется или в системах капельного полива, или, скажем так, в солнечных коллекторах дачного типа, которые в достаточно большом количестве. Но этого мало. Согласитесь, этого мало. Этого мало, да, конечно. У нас нет, как в Германии, вот полностью микрорайонов, покрытых коллекторами. Ну, там государственная программа же есть. Там есть, ну, были программы, допустим, там 70 тысяч крыш солнечными коллекторами. Там в Японии 100 тысяч крыш. Да? И они используют это. Конечно, это просто... Ну, с этим надо работать, просто надо это все внедрять. Ну, я думаю, это впереди все, потому что это оправдало себя, и это реально работает у нас. И причем у нас в чем плюс? Да? У нас солнце, яркое солнце в минусовую температуру. И это в несколько раз окупает больше, быстрее, чем у них. Допустим, если они используют только на горячую воду, мы можем использовать на отопление. Угу. Но поправимся, не в чистом виде только отапливаться только солнцем, а в качестве вспомогательных систем, Да, конечно. которые наши ресурсы позволяют экономить. А вы подсчитывали экономику, насколько человек, который хорошо считает деньги? Здесь проект надо считать в каждом отдельном случае. Да, отдельном случае по-другому. Потому что если, допустим, у тебя стоит газовый котел и солнечные коллектора, это одно. Если стоит у тебя там дровяная печь и солнечные коллектора, это третье. То есть тут вообще может быть такая градация сильная. И либо, если у тебя дом в Якутске, либо, допустим, где-то в Чукурдахе, где солнце летом вообще не садится, а температура минусовая. То есть ты практически все время отапливаешь дом на солнце. То есть есть север, но при этом есть солнце практически круглые сутки, но достаточно холодно. Это да. не означает то, что солнцем нельзя отапливаться. Да. Вообще, а что еще таит солнце? Вообще, в твоем понимании, возобновляемые вот эти источники энергии, они... Почему у нас, ну, кроме отсутствия внятной государственной политики, почему у нас люди не доверяют? Нет, не то, что не доверяют. Люди хотят полностью вот заменить. Допустим, если я ставлю газовый котел, да, у меня этот газовый котел и зимой, и летом он должен работать. То есть они говорят, вот я куплю коллектор, да, а он у меня только летом будет работать, а зимой что я буду с ним делать? Он не будет работать? Я говорю, ну как, солнца нету зимой, он не будет. Газа нету, газовый котел не работает. Дров нету, ты же печку не можешь топить. И вот этот вот момент, это вот людей тормозит. Они пытаются найти что-то. Ну, как бы есть в человеческом понятии такое, что если я купил, то это должно быть работать там круглогодично. Абсолютно. Да, полный абсолют должен да. быть. Да? В этом плане, ну, это уже момент, мне кажется, такой финансовый. Потому что если финансы достаточно есть, человек сразу понимает, что, ну, в чем выгода. И потом это качество жизни. Потому что мы продаем в основном в деревня, в улусы, в наслега, да, где люди не знают, что такое горячая вода. Просто горячая вода, которая есть всегда. Да. Основные покупатели 80-90% женщины. Те, которые пользуют и знают, для чего горячая вода. Потому что мужчины... Ну, могут обходиться. Да, могут обходиться. И вот женщины приходят и покупают, и потом благодарны. Вот это, да, это уровень такой. Это во всем можно использовать. Горячая вода используется везде. От там посуду помыть, голову по самому помыться, до полива огурцов, до там можно и компост поливать, если у тебя бесплатная горячая вода. Угу. Ну, еще раз говорю, это третья ипостась Андрея Колодезникова, который, еще раз, достаточно... Вот перед тем, как начать 4-ю главу твоей биографии, да, все-таки пару слов буквально о твоих родителях, потому что у тебя непростые родители. Ну, не то, что непростые, но... Отец мой, Ким Егорович Колодезников, он доктор геолого-минералогических наук, первооткрыватель месторождения якутских циолитов в Сунтарах.
Ну, как бы достаточно такой именитый человек, лауреат государственной премии Минфина, Совмина, Совета министров СССР. Да. Мама всю жизнь проработала в медцентре, в республиканской больнице, хирургическая медсестра. Ну вот, как бы такая семья у меня. А от кого досталась дар, не дар, тяга к писательству? Ну, у меня отец неплохо писал, дядя неплохо писал. Поэтому... Но я все время думал, что я могу писать и хочу писать. А это вот пришло, ну, с соцсетями, видимо, тогда. Все наросло. Потом такую большую поддержку мне оказал известный писатель Алексей Амбросьев. Он сказал: у тебя получается, только надо вот так делать, вот так вот, в эту сторону смотри, это надо делать. И, ну, и он всегда меня поддерживает. Когда вот, допустим, какие-то, ну, бывают творческие какие-то эти подножки. И я звоню к нему и говорю: Алексей, вот так, а он говорит: ну, нормально, все хорошо. Ну, позитивный очень человек Алексей Амбросьев. Я могу его и своим учителем в деле телевидения назвать, потому что, когда я пришел в 1989 году на якутское телевидение, здесь безраздельно царствовал Алексей Амбросьев, который, ну, своего рода Малахов был тогда якутским. В то время, да, он был, всю молодежную редакцию, наверное, он тянул. Да. А вот это писательство, оно повлияло на то, что ты стал автором вот этих иммерсивных, то есть погрузительных, да, погружающих... Погружение, да, исторические экскурсии по Якутску. Это проект исторического парка «Моя Россия», «История «Моя Россия», да, называется. И ко мне обратилась Лада Петровна Евсеева. Ну, это просто, она мой подписчик, она видит, что я делаю, как я пишу. И она попросила, и там, значит, подготовили, по-моему, на данный момент 7 экскурсий разных. И причем они раскрывают Якутск вообще с таких сторон, которых никто не знает. И в чем интересность? Да? Там, вот, допустим, в моем случае я написал два сценария, 2 экскурсии. Да? И в моем случае это, вот, допустим, про тюрьмы и про книга отзывов называется. То есть те люди, которые были там или не были, или, допустим, когда-то слышали про Якутию, когда-то что-то писали, их отзывы. Да? И это настолько разные люди, настолько разные отзывы. И в то время, и с этим, и когда ты идешь, и они тебе в уши эти самые персонажи рассказывают, да, это очень интересно. А где это можно вообще это вот билеты прийти туда, да? Билеты продаются на сайте у них. Угу. Ты просто заказываешь, покупаешь билет, по-моему, там недорого, рублей 300, может, 500. И в определенное время приходишь в назначенное место. Есть это как квест, да? Да, есть автобусные туры, когда ты в автобус садишься, а есть пешие. Вот я пешую написал, мы начинали с литературного музея, выдаются наушники на голову, и вперед слушаешь просто. Идешь и просто удивляешься, что Якутск как бы преображается. Вот он сегодня 21 век, а там раз 19-й, хоп, 18-й. И люди, и говор, и подача, и музыка, и разговоры, все вот это складывается в совсем другой взгляд на родной город. Ты идешь по тем же улицам, которые ходил 1000 раз. Да, и тут слышишь такое про эту улицу, про этот дом, или дом, который здесь стоял. Это вообще просто настолько обогащает, и настолько интересно, и настолько вот, подача интересная, что как-то вот это вот, ну, гордися. Это гордость тоже за город, что в городе есть такие люди. Вот Лада Петровна, она как такой протуберанец, где она там
энергия. Движение. Да? Движение. Угу. А есть экскурсии Якутск, там, масонский, Якутск мистический? Наверное, Дима Михайлов приложил руку там все. Нет, там очень много всяких. Дима свои делает экскурсии, мне кажется. Это отдельное направление. Да, он сам рассказывает, мне кажется. А тут все профессиональные актеры читают, и это очень интересно. Поэтому тут, я очень рад, что меня пригласили, и я участвовал в этом проекте. Сейчас еще должны доделать еще одну экскурсию мою, поэтому тут... Слушай, а я с Константином где должен участвовать? Ну вот в одном из... В одном из, да? Да, в одном из. Просто вы никак не можете состыковаться по времени, чтобы ты был свободен. И то кто-то там в больницу ложится. Константин Афанасьевич. Спасибо огромное, Андрей. Еще раз, вот это последнее, то, что Андрей является одним из авторов иммерсивных экскурсий по Якутску, это то, с чего мы начали. Да? Вот насколько человек любит свой город, насколько человек любит свою малую родину, что решил приложить достаточное количество усилий, времени своего, да, для того, чтобы и другим стало так же тепло и светло в рамках Якутска. Мы говорим, что Якутск такой провинциальный городок там, и так далее. Мы не забываем, что Якутск – это 3-й судостроительный город по России. После Саламбалы и Воронежа. В Воронеже был заложен корабль «Орел», вот этот знаменитый, Петра I. В Саламбале начался строить весь Балтийский флот. Здесь Витус Беринг начинал комплексные экспедиции, которые открыли Камчатку, Дальний Восток, Америку потом открыли. Да? Русская Америка началась в Якутске. Да? Это огромной исторической силы, значения места, в котором мы все проживаем. И я очень рад, что есть такие горожане, как Андрей, которых иногда приглашают такие горожане, как я, на свои замечательные программы, чтобы больше людей узнало про то, как живут обычные люди. Ну, обычно назвать Андрея, конечно, язык поворачивается с трудом, но тем не менее. Урок всем нам, которые вот в своем рассказе небольшом, на 40-35 минут Андрей сделал, наверное, он все-таки очень значим. Это не то, как кто-то с кем-то уехал в Израиль, это не кто, кого там оскорбил и так далее. Это тепло. Ну, я хочу, чтобы люди жили и понимали, в каком городе они живут. То, что мы глубоко не о провинции. И наш город ценен людьми. Людьми, которые живут здесь, процветают, рассказывают, знают свою историю. И вот чтобы вот эта подача была известна многим, и чтобы люди гордились нашим городом. Вот это хочется. Присоединяюсь к пожеланию Андрея. Я готов, я заявляю прямо, что я горжусь тем, что я якутянин, потому что Якутск – это уникальный город, складывающийся из уникальных людей, одним из которых вот сегодняшний мой гость Андрей Колодезников. Многие его знают. Жаль, что сейчас соцсетей стало меньше, но количественно, вернее, да, но качественно все-таки взаимодействие других людей с другими горожанами, оно остается, потому что мы на улицах здороваемся, мы переписываемся, мы звоним иногда друг другу. И вот эта вот связь людей одного поколения, одного воспитания даже, возможно, да, одного круга общения, оно сохраняется всегда, и из этого складывается вот тот, из микромиров складывается макро, потом глобальный мир, и вся планета, вся Вселенная тоже складывается. Программа «Один из нас». Гостем сегодня был Андрей Колодезников. Рады будем познакомиться с другими такими же горожанами в нашем цикле, в нашей восстановленной программе «Один из нас», которая выходит на телеканале Якутия-24. Увидимся.